террористы, это как называется? Государство, извините меня, судить по статье 105 убийство. Погодите, коллеги, терроризм, на самом деле определение терроризма существует. Терроризм – это метод достижения какой-то цели. Метод преступный, но метод. Соответственно, государство не может быть субъектом терроризма, ну просто по определению. Ну как не может, а государственный террор, большой террор. Это просто другая история. Знаете что, друзья мои, сейчас мы забредем фашизм, в дебри, да? А в Нюрнберге фашизм разве не было государственной логикой? Был. Ну это же был государственный терроризм. Но это не терроризм. А как? А что это чисто называется? терминологически. Ну давайте не будем. С формальной точки зрения. Антон, не А будем. фашизм это не терроризм? Фашизм – это отдельное преступление. Как его Не называют? менее тяжкое. Ну, а как его Хорошо, называют? у нас есть факты. Ну Да, хорошо. то же самое. Вы говорили, Руслан Султанович, что тяжело дать определение терроризму. Если давайте начнем даже с семьи. Ну, муж давит свою жену или жена давит мужа. Это как называется? В семье. Преступление... Террорист или террорист? Ну вот видите, как вы ушли Называется преступление против личности. Ну, поэтому здесь нужно более четкий. Терроризм – это... Допустим, у нас есть кавказские обычаи. Кровная месть. У нас есть кровная месть. Институт кровной мести до сих пор существует. У меня убили брата. У меня убили мать или отца. Я становлюсь на путь к кровной мести. Я террорист? С моей точки зрения закона? Да. Вот и разбирайтесь. Да. Просто потому, что страдают невинные лица. Извините, а по-моему нет, вы не террорист. Вот видите, вот вы разбираетесь. Вот с точки зрения формальности, да? Договорились мы. Возьмите поставьте любого сегодня на свое место, у вас убили сына, дочь, мать. Ну, Калоев был сейчас. Калоев, которого Сегодня Я считаю, что он не террорист. Я считаю, что он не террорист. Он мститель. Он мститель. Но он поступил против закона. Он горский мститель. Но он поступил по горским обычаям и законам. И на его месте поступили бы тысячи горцев, которые... Ну и другие уважающие себя мужчины. Не только там горцы. Скажите, его правильно посадили? Его? По законам там... Нет, а всех, кого ловят, их сажают. У нас тоже сажают. Вот почему. Вспомните, когда был спор у меня с федеральным центром. Я говорю, давайте... Я согласен, потому что кровная месть будет длиться столько, пока счет не сравняется. У нас убили, мы убили. У нас убили, мы убили. А он не сравняется никогда. Так в том-то дело. Нет, у нас правоохранительные органы ловят, получается, 2 убили, 1 сидит в тюрьме. Поэтому дайте мне, как президенту республики, амнистировать его. Его посадите, но я должен иметь право его амнистировать и выпустить его, чтобы дальше это не продолжалось. Но не автоматом же? Нет, не автоматом, конечно. Не автоматом. Его посадили, прошел суд, его обвинили в убийстве человека, его посадили. То есть вы как президент знаете все обстоятельства? Все обстоятельства. Он сидит уже в тюрьме или там где-то в зоне сидит. Но мне, как президента республики, я должен иметь право амнистировать его, чтобы не продолжалась вот эта трагедия между двумя фамилиями, Я прошу родами, прощения, я бы провел такую четкую грань между терроризмом и преступлениями, направленными убийствами, в том числе кровной мести. Терроризм всегда направлен на массовость. Да. Хорошо. Да, тогда давайте возьмем терроризм всегда пример. Общественное ключевой. Значение имеет. Вот, да, это очень возьмем пример. Да. Возьмем пример ключевой, может быть, и, между прочим, для отношения к Руслану Аушеву среди очень многих людей, которые вот здесь мне пишут уже. Вот спасибо вам за спасенных детей в Беслане. Спасибо вам, что вы кого-то хоть спасли. Другие говорят, Аушев пошел договариваться к своим. Его-то они, конечно, пустили. А что потом ругать тех, кто штурмовал? Вот скажите, вот вы сейчас как оцениваете свои действия? Еще раз скажите нам о мотивах своих. Значит, мои мотивы были следующие. 1 сентября мне позвонил министр чрезвычайным ситуациям Шойгу, Сергей Кужегетович, и попросил меня вылететь в Беслан и посмотреть, что там можно сделать. Я, конечно, сказал, что это было вечером. Конечно, я не мог отказаться. Я прилетел 2 числа в Беслан утром, пришел в штаб и сказал, что я готов выполнить любое пожелание. Как штаба, так и тех, кто находится в школе. Переговорили мы с теми, кто был на связи в школе, находились с этой группировкой боевиков. И они сказали, заходи. Вот все остальное я уже рассказывал. Поэтому, что я там прилетел, кого-то там собирался спасать, и кого-то там знал, я никого там не знал, я прилетел только по той ситуации, которую я сказал. То есть вы считаете свой поступок просто естественным, и как вы и должны были поступить? Как бы поступили на моем другом месте? Конечно, я считал естественным. Но еще все-таки Беслан был после Нордоста. Я не помню, кто-то у нас говорил на средствах массовой информации, один из... Где-то я это слышал, что в Нордосте многие себе делали политическое имя.
Когда ходили. Да, когда ходили, да, это как-то меня задело. Я тоже был в Нордосте, хотя я в Нордосте оказался тоже, будем так сказать. Я ехал в машине, и одна из заложниц в Нордосте сказала, может, Аушев что-то сможет сделать. Я сказал водителю, разворачивайся, поехали в штаб. Я пришел в штаб и сказал руководителю штаба, что я вот, тут просили меня, я приехал, я готов, пожалуйста, используйте меня. А потом, когда сказали, что тут некоторые стали популизмом заниматься, что там имена все делали, там еще, по-моему, Явлицкого похвалили, что единственное, он тут все вроде там правильно себя вел, там не вступал ни в какие там эти. Но я после Беслана подумал, сейчас опять подумаю. Вот, приехали, хотят себе политический имидж и так далее. И когда мне уже после этого позвонил Шойгу, я сказал, хорошо, я готов. Я всегда был готов, и все, что в моих силах, я сделал. Если, не дай бог, повторится что-то, зная о том, как к этому относятся многие, как недоверчиво, как предпочитают, в общем-то, быстро покончить с террористами, что есть совершенно другие методы, вы бы поступили так же? Так же поступил. Я тоже пошел бы и все, что в моих силах, сделал бы. Ну и еще очень хочу сказать, что уверен, что если вот где-то есть взрывы или там выстрелы, сейчас там комиссия разбирается, до сих пор идет спор в обществе, что там было. Это было 3 числа. Можно было там дальше разбираться, и можно было искать пути, способы, чтобы вытащить. Когда Масхадов прислал, мы вытащили из интернета, когда он прислал заявление, что они с детьми и женщинами не воюют, и так далее, и так далее, и так далее. А я спросил у командира, который его полковник, кличка была, с кем я разговаривал, я не знаю, был командир, он не командир, командир командир террористов. И вот. И я спросил, кому ты подчиняешься? Он говорит, я напрямую подчиняюсь Басаеву. А Масхадов? Выполнишь указания Масхадова? Выполню. И когда Масхадов прислал, я думал уже зайти с этим опять обращением, сказать, вот. Почему не удалось? А потому что произошел взрыв, и после этого началась стрельба, и все пошло по самому худшему варианту. Знали о том, что есть такое заявление, те, кто руководил операцией и был в оцеплении? Конечно, знали, то есть с интернета вытащили со штаба. Они знали? Должны были знать. Но я не знаю, но я попросил вытащить, мы вытащили с интернета. И я думал, что... И я ждал, когда прилетит Аслаханов, чтобы... И Аслаханов придет, он был советник президента или помощник президента. Им хотелось еще и больше, чтобы какие-то начальники приехали. Как раз был этот удобный случай вместе с ним зайти, и Аслаханов как помощник президента, а я как показать, что Масхадов осуждает все их действия. Мы вас слушаем, Зоя Александровна. Добрый вечер, Руслан Султанович и Сергей. Ну и все остальные, я думаю, тоже добрый вечер. В годы вашего правления в соседних регионах Осетии и Чечне была конфликтная ситуация. В Ингушетии было относительно спокойно. Оцените, пожалуйста, события последних месяцев, происходящих в Ингушетии, когда на улицах погибают мирные жители. И есть ли связь между дестабилизацией в регионе с предстоящими выборами в России? А ситуация, я вот в Ингушетии периодически бываю, конечно, ситуация тревожна. Почему? Потому что самый главный вопрос, который не могут понять, кто это люди, приезжают в камуфляжах, в машинах, в масках, возят людей без суда и следствия, без санкций прокурора, без решения суда и так далее, и так далее. То есть полная потеря каких-то там маломальских уголовно-процессуальных этих дел. И никто не защищает. Вот люди что спрашивают. Где-то там порядка по 200 человек там приходят, но они мне по инерции еще жалуются, что вот такой случай. Да у меня 2 родственника буквально месяц назад, 8 сентября, 20 сентября это было, 2 родственника, 2 моих племянника были задержаны в Чечне, увезли их куда-то, потом еле-еле их освободили. Там все собрались, отец, там родственники все собрались, удалось как-то спасти. Но я их слушал, но это вообще, этот рассказ меня настолько удивил, я не мог понять, в какой стране мы живем. Николай спрашивает у нас, я напоминаю, что +7 985 970 45 45 работает прием СМС. Он спрашивает так, Аушев, а когда вырезают русские семьи, это что? Спрашивает Николай. Когда вырезают всех, и русские, и не русские, это очень плохо. Надо разбираться. У нас есть, для этого есть государство, которое должно заниматься этим вопросом, разбираться, кто это вырезает. Для этого нужно навести ситуацию на Кавказе, изменить полностью. Прекрасно же понятно, не только сегодня в Ингушетии. Посмотрите, сегодня дуга. Мы ежедневно слышим, то в Дагестане, то в Ингушетии, то в Кабардино-Балкарии недавно 9 человек в горах расстреляли, охотников, егерей, то и информация, которую мы сегодня
по официальным средствам массовой информации, там нападение, здесь нападение. Конечно, не такие широкомасштабные, как раньше были, но они же есть, существуют. И надо разобраться, что происходит на Кавказе, почему такое напряжение. Ведь уезжают не только русские с Кавказа, почему не говорят правду? Сегодня я знаю, многие ингуши готовы уехать, некоторые уезжают. Есть возможность с Ингушетии уехать, они уезжают. Нет возможности, они думают, как бы уехать. Пожалуйста, Антон. Один короткий вопрос. Руслан Султанович, вы считаете, что в Ингушетии фактически нет режима правопорядка? Как вы думаете, почему? Вот это хороший вопрос. А почему вот нет правопорядка? Хотя там все есть. Органы власти, войск там понагнали. Уже сколько там? 2500 только внутренних войск. На каждом посту, вот я сейчас был на праздниках, на каждом перекрестке стоят войска. А правопорядка нет? Прокуратура есть, МВД есть. При каждом РОВД и созданы параллельные структуры, а порядка нет. А суд как работает в Ингушетии? Вот интересно. Как и во всей Российской Федерации. То есть никак? То есть, ну, он зависим. Так. Суд зависим. Проблема в суде. Значит, он не работает. Сейчас мы прервемся.